Документальный фильм, снятый «Голосом Америки», рассказывающий историю Касыма Кашгара, бывшего уйгурского педагога и предпринимателя, который укрылся в США, избежав судебного преследования в Китае, был удостоен престижной награды Нью-Йоркского фестиваля 2024 года в категории «Документальные фильмы. Права человека». Касым Абдурихим Кашгар основал языковую школу под названием «Центр изучения языка Атлан в Урумчи», столице оккупированного Китаем Восточного Туркестана. За более чем десятилетие, пока Кашгар не был вынужден покинуть Китай, он выучил 1000 уйгурских учеников в своей некогда знаменитой языковой школе. В 2017 году школа была принудительно закрыта китайскими властями из-за усиления репрессий против уйгуров после их бегства из страны и произвольных массовых задержаний. Позже Кашгар присоединился к «Голосу Америки» в качестве журналиста. Немецкая полиция арестовала советника одного из ведущих политиков крайней правой партии «Альтернатива для Германии» по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Следователи подозревают, что Цзянь Джи передал информацию о деятельности парламента, в первую очередь китайских диссидентов, Министерства государственной безопасности Китая. Подозреваемый был арестован через несколько часов после задержания 3 граждан Германии по подозрению в сотрудничестве для продажи технологий, которые могут быть использованы в военных целях Китаю. Власти Германии сообщили, что 3 граждан Германии были задержаны по подозрению в сотрудничестве с секретной службой Китая по передаче китайским агентам технологий, которые можно было бы использовать в военных целях. Было заявлено, что рассматриваемая технология может внести серьезный вклад в укрепление военно-морского флота Китая. Предполагается, что эти лица предоставляли китайским шпионам информацию о современных деталях машин для судовых двигателей. На мероприятии в Гарвардском университете 20 апреля, когда Се Фэн, посол Китая в США, выступал с речью, некоторые студенты выразили протест. Тайваньские и тибетские студенты университета протестовали против нарушений прав человека в Китае, Восточном Туркестане, Тибете и Гонконге, крича во время выступления Се Фэна. Согласно сообщению газеты The Harvard Crimson, эти протесты прервали выступление посла, что привело к кратковременным беспорядкам в конференц-зале. В Великобритании 2 мужчинам было предъявлено обвинение в предоставлении информации, которая может быть полезна противнику, и в шпионаже от имени Китая. Согласно заявлению столичной полиции Лондона, 32-летнему Кристоферу Берри и 29-летнему Кристоферу Кэшу были предъявлены обвинения в шпионаже от имени Китая в соответствии с законом о гостайне. Этим лицам было предъявлено обвинение в передаче статей, заметок, документов или информации иностранному государству, и рассматриваемый инцидент был охарактеризован как чрезвычайно сложное расследование очень серьезных обвинений. 4 человека пропали без вести, когда грузовое судно врезалось в мост и затонуло в китайской провинции Гуандун. Начаты поисково-спасательные работы. Судно, перевозившее 4900 тонн стали, направлявшееся из китайской провинции Фуцзянь, врезалось в опору моста Цзюцзянь около 21 часа 20 минут по местному времени в городе Фошань, провинции Гуандун. В заявлении местных властей говорится, что трюм судна, в котором находились 11 членов экипажа, начал набирать воду после крушения и затонул около 23:40. Один из основателей Всемирной ассоциации мусульманских ученых, йеменский ученый профессор Абдулмеджид Зиндани, скончался. Зиндани какое-то время жил в Турции, затем перебрался в Саудовскую Аравию в 2014 году из-за событий в Йемене. Он был помещен под домашний арест после того, как саудовский режим включил движение Ихван аль-Муслима в список террористических. Затем Зиндани был отправлен в Турцию.